В ходе встречи с главой региона, на которой обсуждались итоги деятельности регионального отделения ОНФ в 2017 году, представители Народного фронта передали пакет общественных предложений, направленных на улучшение жизни граждан. Они были сформулированы рабочей группой ОНФ «Социальная справедливость». Одной из важнейших задач, которую поставил лидер движения перед Народным фронтом, является общественный контроль исполнения майских указов и на местах. Для достижения этой цели в Центральном исполкоме штабе были созданы 5 рабочих групп, и такие же группы были созданы и во всех региональных отделениях, в том числе и в Республике Ингушетия. В этом году на первом заседании регионального штаба, которое прошло 17 января 2018 года, были утверждены руководители и состав рабочих групп, а также координаторы приоритетных проектов регионального отделения. Так, приоритетные проекты – это те, которые были запущены в 2017 году. Основными 3 проектами из них являются это благоустройство городской среды, дорожная инспекция и генеральная уборка. В своем вступительном слове к участникам совещаний глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагического инцидента в дагестанском Кизляре, где в воскресенье вооруженный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви. Он предложил участникам встречи почтить память погибших минутой молчания. Для нас с вами должно быть как основополагающее, что такие люди ничего общего с религией не имели и не будут иметь никогда. Это тоже должно быть понятно. И надо больше с молодежью, с людьми об этом говорить и по этому вопросу работать. Это событие для нас должно быть довольно серьезным уроком. Что в обществе надо больше делать такие консолидирующие вещи. Не должно быть в нашей великой стране таких конфликтов, как межнациональных и тем более межрелигиозных. Поэтому я предлагаю почтить память вот этих бедных людей, которые отдали свои жизни именно в Божьем храме, именно такой в праздничный, религиозный день. Далее Закрий Мамилов подробно рассказал о проделанной работе в прошлом году. В частности, в 2017 году сопредседатели республиканского штаба ОНФ держали под контролем ход строительства всех 28 объектов по программе благоустройства городской среды. Плотно был такой контроль, вот эта программа по БГСу в целом у нас была выполнена. Были определенные недочеты, конечно, мы до конца года не все объекты были введены, некоторые, значит, вводились, остатки работ выполнялись уже в январе, но в целом, я скажу, вот эта программа сработала, и сегодня Малгобек, дворы Малгобека, это 14 объектов, там приятно пройтись по нему, значительно они преобразились и в Карабулаке, и в Малгобеке, и в Сунже. Большинство выявленных недостатков по дорогам были устранены, которые по нашим предложениям работы были сделаны. Вот. Ну, задача, мы и дальше будем мониторить ситуацию по этим программам. Информация будет своевременно представляться и в правительство, и вам, для того, чтобы меры по имеемся недостаткам принимались. Юнусбек Евкуров высоко оценил работу регионального штаба ОНФ, активисты которого вместе с органами исполнительной власти делают республику лучше. На сегодняшний день в ингушское отделение штаба входит 23 человека. Ревизионная комиссия ОНФ состоит из 5 человек. Те, кто входит в региональные общероссийские народные фронты, это люди, конечно, которые должны день и ночь родить, смотреть, контролировать и на каких-то направлениях и помогать власти. В зоне пристального внимания ОНФ находятся те же сферы, которые сегодня являются приоритетными и для руководства республики. Рассчитываю, что вы будете давать объективную оценку тем или иным резонансным решениям органов власти, предлагать реалистичные способы снятия острых проблем, волнующих сегодня жителей региона, подчеркнул Евкуров. Конечно, просил бы приумножить то, что сделано, ну и максимально работать, в том числе, как бы вам сверху не давали установки, не взаимодействовать с местными органами власти, но поверьте, без местных органов власти у вас не получится работать. Я имею в виду консолидированная работа. И мы все должны быть заточены на то, чтобы сделать лучше.
сделать больше и лучше. Это общая задача. Вообще сам Народный фронт зарекомендовал себя как институт независимого, принципиального общественного контроля, который сегодня есть. Да, мы где-то власти возмущаемся, где-то и обижаются некоторые чиновники, но тем не менее ваша работа нужна. Я не раз уже обращал внимание, вопросы, связанные с заработной платой. Есть там, где реально есть проблемы, а там, где есть наговоры. Вопросы, связанные с дорогами, ЖКХ. Вопросы, связанные с образованием. Для нас с вами самое главное сейчас стабильность курса. И если мы стабильно пойдем, мы буквально за 6 лет из той Ингушетии сделали совершенно новую республику. Да, при наличии еще существующих проблем. Поэтому у нас должна быть там тема такая, что сделано именно в этом селе, или в этом районе, или в этом городе. Что делается в этом году, в ближайшие там, до 2022 года. Почему? Потому что у нас есть утвержденная программа. И что будет делать до 2025 года? Тоже есть утвержденная программа. Это тоже показатель. А вам, фронтовикам, почему это нужно? Потому что вы должны контролировать качество вот этого того, что будет делаться. И что сделано. Вот это важно. На это тоже обращаю очень серьезное внимание. Особенно, еще раз подчеркиваю, те проекты, они по большинству все такие, там, где должна быть общественность принимать решения конкретно. У нас не получилось, что кто-то принимает решение, а общественность про это не в теме, не в курсе. Вот это не должно быть. Члены регионального штаба ОНФ также выступили за то, чтобы правительство Ингушетии энергично реагировало на предложения активистов и попросили главу региона посодействовать в этом процессе. Кроме того, они поблагодарили Юнусбека Евкурова за решение, принятое по школе номер 6 в Малгобеке. Луиза Гадабош.